В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. 8 сотрудников МВД написали заявление об уходе. Заявления еще не подписаны. Сегодня они рассказали журналистам о причинах своего увольнения. Подробности в материале Нисфы Аршба. В понедельник, 3 апреля, в социальных сетях появилась информация о том, что несколько сотрудников Министерства внутренних дел Абхазии написали рапорт об увольнении. Тема получила широкую огласку. В обществе выдвигались различные версии произошедшего. Спустя 2 дня сотрудники МВД встретились с журналистами и рассказали о том, почему они решили оставить службу в органах внутренних дел. Вместо того, чтобы управление собственной безопасности укрепить, усилить, помочь в материально-техническом плане, самовольным решением руководства МВД УСБ было упразднено и введено в состав нового подразделения Управления внутреннего контроля и расследований совместно с Управлением по воспитательной работе. Чтобы вы понимали для себя, УСБ – это оперативное подразделение с оперативно-розыскной деятельностью, а УВР, Управление по воспитательной работе, это управление, занимающееся воспитательной работой. Данное слияние произошло приказом министра внутренних дел. Оперативное подразделение не просто ввести в подчинение другого управления, утверждает Игорь Базильский. По его словам, для расформирования отдела собственной безопасности МВД необходимо решение Кабинета министров, которого, как он отметил, не было. Структурные изменения в МВД должны происходить только лишь постановлением Кабинета министров. То есть ликвидировать УСБ и создать новое подразделение МВД имело право только на основании постановления Кабинета министров. ВК ИР на сегодняшний день работает без положения об УВК ИР, без инструкции о проведении служебных проверок, без печати УВК ИР. Я не знаю, может, где-то в каких-то других подразделениях такое бывало. У нас 2 канцелярии. Кстати, подобного рода ликвидации подразделений после назначения нового руководства еще произошли. Так, приказом министра было ликвидировано Управление по борьбе с оргпреступностью и введено в состав УР. Опять без постановления Кабинета министров. У нас в стране, к счастью, нет оргпреступности. Также приказом управление ГАИ поделено на РЭО. Это 2 разных подразделения. А хотя в соответствии со штаткой, утвержденной Кабинетом министров, это одно подразделение с одним руководителем, а по факту это разные подразделения. Группа сотрудников МВД сообщила о правонарушениях со стороны представителей РО, которые им удалось выявить за время работы. В частности, речь шла о нарушениях во время проведения технического осмотра автотранспорта и выдачи водительских прав экзаменационной комиссии РО МВД. Но принять необходимые меры в отношении сотрудников, нарушающих закон, им не удалось. По словам Базильского, его попытки контролировать работу РО МВД блокировались вышестоящим руководством. Техосмотр проводится с грубыми нарушениями действующего законодательства. Штрафы берутся завышенные. Автомобили с объемом 2,0 до 100 лошадиных сил, на них техосмотр стоит 720 рублей. А по факту это 1500-1800 рублей. Было сказано вызвать этих сотрудников, поругать, чтобы они больше этого не делали. Я усматриваю в этом действии состав преступления, а ругать мы не в том заведении находимся, чтобы за уголовно наказуемое деяние людей ругали. В бытность предыдущего министра была назначена проверка деятельности экзаменационного отдела РЭО МВД РА. Это где права получают. Из 40, из 50 человек в группе 4-5 сдавали экзамены. Это была черная полоса для экзаменационного отдела. Но чуть позже, уже с новым руководством, мне было сказано туда не ходить. В общей сложности 8 сотрудников МВД сложили с себя полномочия. Свой вынужденный уход они объясняют невозможностью работать и далее в структуре, которая закрывает глаза на нарушение закона. Силовики также обращаются ко всем представителям СМИ и общественности с просьбой не переводить инцидент в политическую плоскость. Нисфа Аршба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.
Вслед за брифингом в Арс-Мира встречу с представителями СМИ Абхазии провел и министр внутренних дел Аслан Кобахия. Тема разговора – обвинения в адрес ведомства, прозвучавшие с уст бывшего главы управления собственной безопасности Игоря Базильского. Министр проинформировал журналистов о том, что сегодня им был подписан приказ об увольнении 8 сотрудников. Также глава правоохранительного ведомства рассказал о причинах, побудивших сотрудников милиции уйти с работы. Министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия встречу с журналистами начал с обсуждения актуальных вопросов в системе МВД. Он отметил, что проблемы в ведомстве есть, и с ними необходимо бороться. Но методы, которые избрали уже бывшие сотрудники милиции, непозволительны. Когда человек приходит на брифинг, он должен говорить: вот я ответственный за собственную безопасность, за время моей деятельности. Я столько-то нерадивых сотрудников разоблачил, столько материалов я послал в прокуратуру, столько-то арестованный, столько-то уволенный. Вот тогда работа этого подразделения будет понятна и министру, и обществу. Обвинения, прозвучавшие на брифинге бывших сотрудников МВД, Аслан Кобахия назвал шантажом. Работу управления собственной безопасности министр ведомства считает неудовлетворительной. По его мнению, расформирование ОСБ никак не отразилось на работе МВД в целом. Министр показал журналистам личное дело экс-главы ОСБ, из которого следует, что за 7 месяцев Игорь Базильский, будучи капитаном, дослужился до звания подполковника. Столь быстрый карьерный рост вызывает у министра недоумение. Человек, который от капитана до подполковника за 7 месяцев дошел. Таких у нас даже и на войне не было. С капитана до подполковника. Я вот сегодня его личное дело, как говорится, поднял. Бывший министр заявляет о том, что его внимательно проверял, и что он вообще там по всем параметрам профессионал. Одно, что он вообще в органы милиции не мог быть принят, если уже на то пошло. Потому что его отец совершил умышленное убийство в 2005 году. По закону милиции он никак не мог быть принят. Ну, приняли, бог с ним, не я принимал. 04.06.2016 он уже подполковник. Правда, я в личном деле не вижу. Везде досрочно, но за что досрочно? Глава ведомства также прокомментировал и восстановление в должности сотрудников патрульно-постовой службы, совершивших ДТП в Ачамчирском районе, будучи в нетрезвом состоянии. Он подтвердил информацию о том, что они действительно снова работают в МВД. Действительно, они были уволены, потом обратились в МВД. При мне это было. При мне, я это не скрываю, при мне это было. И действительно у нас в Восточной Абхазии большая проблема, кадровая проблема вообще большая. Они были выпившие, сделали легкую аварию. Поломали машину. Их уволили за то, что они поломали машину. Их никто даже не освидетельствовал. Уголовного преступления там не было. По словам Аслана Кобахи, в Министерстве внутренних дел очень много управлений, количество которых необходимо сокращать. Министр выразил недовольство, связанное с работой многих из них. Глава ведомства считает, что настало время серьезных изменений в структуре Министерства внутренних дел. На встрече с журналистами Аслан Кобахия также отметил готовность к летнему курортному сезону. По словам министра, у ведомства есть сайт, на котором можно прислать фото, видеообращение или жалобу на незаконные действия правоохранителей. Кобахия подчеркнул, что останавливать автомобиль по требованию сотрудника ГАИ не на стационарном посту не обязательно. Водитель имеет право игнорировать такие требования, так как в задачи сотрудников ГАИ, стоящих между стационарными постами, входит лишь фиксирование нарушений правил дорожного движения. Нисфа Аршба, Саид Айба, Леон Адлиба. Абхазское телевидение. Расширенную версию пресс-конференции министра внутренних дел Абхазии Аслана Кобахия смотрите в нашей вечерней программе. Готовность к летнему курортному сезону обсудили представители Общественной палаты, Министерства туризма, Торгово-промышленной палаты, ГАИ, МЧС, сотрудники столичной администрации. Подробности в материале Ренаты Шакая.
В рамках подготовки к летнему курортному сезону в столичной администрации укомплектован штат по контролю за работой по благоустройству и уборке города. К летнему сезону будут приведены в порядок скверы города и зоны отдыха. Из столичного бюджета уже выделены средства на капитальные и ямочные ремонтные работы городских дорог, которые уже давно пришли в негодность. Как отметил заместитель главы администрации Сухума Леон Кварча, ведется работа по восстановлению дорожного полотна по улице Ардзамба. Проблема освещения улиц, ремонт канализации и налаживание бесперебойного водоснабжения – это те вопросы, которые предстоит решить до начала курортного сезона. Уже установлено около 120 новых евроконтейнеров для мусора. Представители столичной администрации отметили, что капитального ремонта требует система водоснабжения. Разработан план по усилению и исполнению всех поставленных задач. Все работы должны быть выполнены до конца мая текущего года. По исполнению распоряжения главы администрации о подготовке к курортному сезону, уборке города и приведению его в порядок, все службы коммунального хозяйства, естественно, усилили свою работу. Зеленым хозяйству поручено, и они проводят работы по срезанию сухих веток, формовочной обрезки олеандров, других кустарников по центральным улицам города. Также во всех парках, скверах эти работы будут проводиться. В данное время проводятся по центральной нашей набережной. Спецавтохозяйством усилена работа по очистке территорий пляжных зон, прибрежных территорий от мусора. Проводятся работы по капитальной очистке и окраске центрального нашего фонтана. А затем к концу месяца будет, после проведения очистки и окраски, будут проведены работы по посадке цветов вокруг фонтана и прилегающей к нему территории. Проводятся работы по замене поломанных за зимнее время лавочек, урн на новые. И дорожным службам также дано указание, они проводят работы по ямочному ремонту, текущему ремонту дорог и очистке ливнестоков для того, чтобы во время дождей, курортный сезон, было меньше подтопления дорог и людям было комфортно и хорошо передвигаться по городу. Не менее сложные задачи стоят и перед администрацией Гагрского района. Водоснабжение и канализация города Гагра находятся в плачевном состоянии. Глава района подчеркнул, что круглосуточное обеспечение водой всего города – одна из важных задач, которые необходимо решить в этом году. Ремонт системы водоснабжения курорта заложен в инвестпрограмму. В течение 2017 года вопрос с водоснабжением планируется решить. В Гагрском районе также существуют серьезные проблемы с канализацией. Как отметил Заурб Гамба, в Гагре много мини-гостиниц, которые вообще не подключены к общей системе канализации. И, следовательно, все нечистоты уходят прямо в реки и море. За 2 года число гостиниц частных, я имею в виду, гостиниц, домов, гостевых домов, микрогостиниц, добавилось около 40 в городе Гагра. Значит, емкость сразу же, где было 112 тысяч, уже приходит где-то до 160 тысяч койко-мест. Это огромное количество. И мы в прошлом году еле-еле справлялись с тем потоком, который был. В этом году, с учетом того, что у нас водоснабжение тоже идется полностью реконструкция по инвестиционной программе, где-то к маю мы должны завершить. Я думаю, будет улучшение намного в этой сфере. Вот. Но самая главная еще сфера, которую мы не должны упустить, это сервис. К чему мы не совсем готовы. У нас мало специалистов. У нас есть техникум Кехири по имени. Там мы хотим создать, наверное, одну специализацию не хватающих нас специалистов по курортной сфере. На заседании Общественной палаты страны на тему подготовки к курортному сезону 2017 года президент Абхазского союза туризма Анна Корягина отметила, что в этот летний сезон могут возникнуть проблемы с процедурой выдачи виз туристам на КПП ПСО. Проблема может возникнуть из-за небольшого количества пропускных пунктов на абхазской стороне, что в результате может привести к большим очередям. Я думаю, что возникнет в этом году очень большой вопрос по поводу визового режима въезда в Абхазию. То есть казбинки для визового, безвизового режима. То есть есть люди, которые без визы въезжают, которые визы. У нас
в входе в Абхазию всего лишь 2 кабинки. Ну, насколько я сейчас видела, может быть, я что-то путаю. Но у нас очень мало пропускных пунктов. То есть у нас пропускного пункта всего лишь 2 сейчас открыто. Я не знаю, сколько там будет еще. Мы говорим о проблемах на территории России, что вот у нас открывается там еще 20 кабинок на въезде, что у нас там упрощается какой-то там въезд и все остальное. Давайте подумаем и посмотрим на абхазскую сторону, на нашу сторону. Как мы выпускаем туристов и как мы их впускать сейчас будем. И где мы будем оформлять все эти визы и как мы их будем оформлять. А проблемы возникнут, вот увидите, как только начнется большой поток. В прошлом году этого не было. У нас было так, что визы мы получали здесь в Сухом, нужно было ехать, мы делали запрос, туристические организации, мы занимались этим как туристические организации, когда мы видели, что у нас едут туристы из-за границы, которым необходима виза, мы старались упростить и помочь им. Сейчас это все делается на границе непосредственно, якобы это упростили, облегчили, но я просто предупреждаю и хочу о том, что проблемы возникнут. Хотя нас уверяют, что проблем не будет, но надо этого ждать. Готовиться к тому, чтобы это все упростить. Подводя итоги встречи, заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахбе заверил, что страна будет готова к новому туристическому сезону. Сезон, если мы поработаем, если правильно отнесемся, если наши граждане, то у нас будет. У нас сегодня более 245 объектов размещения коллективных. Это от 50 койко-мест и выше. Коечный фонд наш, по нашим мониторингам, не превышает 22 тысяч койко-мест. Будем называть гостевым домом, будем называть пансионатом, разницы нету. У нас пребывание среднего одного человека это 10-8 дней. То есть за один период это 22 человека. Дальше, если брать частный сектор, от реки Псоу до Чамчир, если будем брать, порядка 45 тысяч койко-мест. К нам хочет приехать туроператор Туя с коммерческим предложением, загружать наши отели, развивать нашу инфраструктуру. Туроператор тоже международного уровня, Российская Федерация. Ряд актуальных вопросов, связанных с курортным сезоном, а именно работа ГАИ и МЧС, отношение к гостям, контроль за качеством и ценами продуктов питания, механизмы пересечения госграницы, транспортное обслуживание, состояние мест досуга и многое другое обсудили в ходе заседания. Рената Шака, Эльдар Дамиров, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Горный туризм в Абхазии стремительно развивается. Республика в ближайшее время может стать одним из центров мирового экстремального туризма, считает руководитель фонда «Горная Абхазия» Тенгиз Тарба, который завершил работу над выпуском фильма об одном из популярных зимних видов спорта – ски-туре. На канале Абхазского телевидения сразу после выпуска новостей пройдет премьера фильма «Линии Апсны». А подробности съемок в нашем следующем сюжете. Хели-ски – это катание на лыжах или сноуборде по нетронутым снежным склонам вдали от подготовленных трасс. Главное отличие от фрирайда заключается в том, что к началу спуска лыжников доставляют вертолет. Ски-тур – это прохождение маршрутов с подъемами и спусками по пересеченной местности на специальных лыжах. Представляет собой комбинацию горного и простого туристического лыжного похода. Ски-тур дает возможность кататься на горных лыжах, на склонах, до которых невозможно добраться на подъемниках. Подъем осуществляется пешком на лыжах. В Абхазии данное направление только набирает обороты. По словам руководителя фонда «Горная Абхазия» Тенгиза Тарба, эти виды спорта необходимо внедрять более активно, так как они абсолютно безопасны для экологии страны и способствуют развитию зимнего туризма. Запущен настоящий зимний сезон хели-ски, то есть уже было много вылетов в район Гагарского хребта и Бзыбского хребта. Приезжают спортсмены с Красной Поляны на один день и осуществляют достаточно большое количество вылетов. В перспективе можно было бы осуществлять уже такие туры хели-ски, когда люди
когда у нас будут базы, они могли бы приезжать на неделю или на несколько дней и вот находясь на этих базах осуществлять вылеты. Команда под руководством Тенгиза Тарба работала над фильмом больше 2 месяцев. Съемки проходили на Ауатхаре на базе Аджара. Командой были описаны первые ски-туры в Абхазии. Тенгиз Тарба поделился подробностями. Мы описали 2 маршрута, первых ски-тур маршрута, которые описаны в Абхазии. И спортсменка Оксана Чекулаева осуществила несколько спусков тоже впервые в Абхазии. То есть это такая вот, так скажем, это первые страницы ски-тура в Абхазии. И, по сути, сейчас на наших глазах зарождается экстремальный зимний туризм в Абхазии. Если мы несколько лет назад говорили о том, что хотелось бы, чтобы эти виды спорта появились в Абхазии, то можно сказать, что это первые системные шаги. Тот же хелиски – это уже серьезный шаг, когда есть вертолеты, при помощи которых можно осуществлять вылеты. По мнению Тенгиза Тарба, у хелиски и ски-тура в Абхазии большие перспективы, и совсем скоро они станут доступны любому желающему. Я уверен в том, что в горах Абхазии возможно развитие именно туристических баз и шале. То есть не крупных горных кластеров. И вот когда у нас появится возможность, и появятся вот такие базы, такие шале, будет возможность и у обычных людей, и у семей с детьми подниматься в горы. Сейчас, к сожалению, конечно же, лучше туда подниматься людям, имеющим большой опыт, имеющим специальную экипировку, в том числе и лавинные рюкзаки, лавинные лопаты, биперы. То есть это все же горы, и они намного опаснее, чем летом. Поэтому это нужно учитывать и самим ни в коем случае, не имея опыта, туда не подниматься. Все проекты, созданные фондом «Горная Абхазия», находят поддержку в лице президента Республики Абхазия и сотовой компании «Аквафонд GSM». На Алакове Саида Гухава, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днем плюс 20-22 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.